Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Ежегодно в республике совершается значительное число тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Это самые трагичные события в жизни пострадавших лиц, их родных и близких. Уровень данной преступности то растет, то снижается. Каково состояние дел по таким преступлениям в республике на сегодня? В чем причины таких преступлений и возможно ли их предотвратить? Гость студии Тимур Пинигин, прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета России по республике Саха-Якутия, прокуратуры республики. Тимур Павлович, здравствуйте. Добрый день. Каково состояние дел по преступлениям против личности на сегодня в Якутии? Для начала хотелось бы отметить, что преступлениям против личности в Уголовном кодексе Российской Федерации отведена глава 16, это раздел 7 особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, начиная со 105 статьи, то есть умышленное причинение смерти человеку, убийство. Санкция по данным преступлениям граничится, начиная от штрафа, заканчивая пожизненным лишением свободы. Совместными усилиями правоохранительных органов, в том числе благодаря координационной деятельности прокуроров, снижена преступность, то есть по республике удельный вес таких преступлений, в том числе на 7,9 преступлений против личности, на 6,9 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство на 9,2%. Значительная работа проделана по борьбе и с алкогольной преступностью, то есть в сфере незаконного оборота алкогольной преступности благодаря актам прокурорского реагирования, усилена работа органов полиции в данном направлении. Тут тоже наблюдается снижение на 3,6%. Причин много совершения данных преступлений. Тут многогранный получается процесс, множество факторов. Это и те же самые преступления на почве алкогольного опьянения. Да, опьянения. И о них хотелось бы сегодня поподробнее рассказать. Большинство преступлений, конечно, как я говорю, совершается на почве алкогольного опьянения. К примеру, взять простой случай. То есть в квартире распивает группа людей на почве выпитого, сужается кругозор, простой конфликт, простые какие-то словесные перепалки, они перерождаются в более тяжкие последствия. Казалось бы, можно было покинуть помещение, уйти от конфликта, просто выйти. Между тем, люди здесь и сейчас решают данный конфликт поножовщина. Для того, чтобы причинить тяжкие увечья человеку, либо смерть, достаточно, к сожалению, и одного удара. Вот вы сказали о том, что у таких преступлений очень много причин. А как свести на нет вообще такого рода преступления? Полностью свести на нет, к сожалению, их практически невозможно. Я как говорю, то есть это сложный фактор, с ними надо бороться. То есть испокон веков совершаются преступления, правоохранительные органы, ведется работа как по выявлению, предупреждению, пресечению данных преступлений. Для того, чтобы, конечно, снизить их количество, необходимо в первую очередь повышать правосознательность самих граждан. То есть люди должны понимать те же самые преступления против, точнее, личности, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, как их снизить. То есть снизить употребление спиртных напитков, соответственно, снизится и преступление на почве алкогольного распития. То есть, к сожалению, бытует мнение, что алкоголь это действительно плохо, но позволительно выпивать все-таки по праздникам, по еще каким-то значимым событиям. В этом и заключается корень, получается. Некоторые ошибаются, думая, что преступления, которые совершают против личности, совершаются заядлыми алкоголиками, то есть злоупотребляющими спиртными напитками. Это неправда. 4% из них действительно люди, которые имеют данную пагубную привычку, остальные это просто выпивающие из случая к случаю. Как повысить правосознательность? То есть, когда люди начинают впервые выпивать, они выпивают, глядя на своих окружающих, те же дети в семье видят, что родители распивают на каждые праздники. То есть это атрибут праздника, то есть Новый год, день рождения.
и это закладывается в мышлении, то есть становится нормой. Это неправильно. Государством ежегодно принимаются меры для предупреждения, то есть, преступлений, правонарушений на почве алкоголя. Это то есть, запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, запрет на продажу в определенное время и иные другие меры, которые принимаются государством. Возьмем, к примеру, преступления в сфере дорожного движения, то есть ГИБДД ежемесячно выявляет случаи, когда люди совершают повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Казалось бы, каждый из нас понимает, что выпил, за руль нельзя сесть. Между тем, как я ранее говорил, инспекторы это выявляет статья 204 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тут и до 3 лет лишения свободы, лишения права управления транспортным средством, достаточно серьезные санкции, присмотрены государством. И за свою практику я, честно, не помню ни одного случая, чтобы была действительно какая-то веская причина сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В основном это просто желание доехать до ближайшего магазина, чтобы купить еще одну порцию алкоголя, к сожалению. Отмечу также, что бытует ошибочное мнение, что преступления в состоянии алкогольного опьянения, они снижают общественную опасность. То есть человек за свои действия не отвечает, ему какие-то можно поблажки сделать. Это в корне неверно. Наоборот, в уголовном законе данное обстоятельство может быть признано, более того, и отягчающим обстоятельством. То есть суд может назначить более строгий вид наказания. Как можно предотвратить такие причины преступления, как отсутствие работы, семейные или иные личные проблемы, неудовлетворенность собой или близким окружением? Это причины, которые требуют большой, кропотливой работы не только правоохранительных органов, но и других служб, структур, организаций, а также близких людей. В первую очередь, для того, чтобы тут факторы может быть, как вы сказали, неудовлетворенность собой, неудовлетворенность работой, то есть отсутствие постоянного источника дохода. Как с этим бороться? С этим бороться должен в первую очередь сам человек, каждый из нас, то есть гражданин. Нет работы, необходимо обращаться в центр занятости, встать на учет, там ищут работу. Пока ищут, нужно повышать необходимые навыки, то есть как для желаемой работы, если хочешь стать инженером или хочешь стать поваром, иди на специальные курсы, повышай квалификацию, работай над собой. Для того, чтобы побороть какие-то личные проблемы, тут работа близких людей, необходима поддержка в первую очередь. Ну и при необходимости надо обращаться к специалистам, тем же психологам. На территории республики существует множество организаций. Это еще раз вернемся к алкоголю. Это помощь при пагубных привычках, та же Красная Якутия, иные организации, найти которые очень просто, набрав в поисковике телефона, то есть в браузере определенный запрос, то есть помощь при злоупотреблении алкоголя и так далее. Также ищутся психологи. К тому же есть анонимные службы поддержки, которые очень легко найти. Как обстоят дела с повторными преступлениями? То есть преступлениями, которые совершаются лицами, ранее уже совершавшими такие преступления? Основной целью уголовного наказания в первую очередь является не само наказание людей, которые совершили данное преступление, а именно их исправление. Поэтому каждый день проделывается огромная работа правоохранительных органов, это и прокуратура в том числе, уголовные исполнительные инспекторы ищут, то есть, точнее, проделывают работу для того, чтобы социализировать лиц, которые совершили преступление, наставить их на правильный путь, вернуть семью, найти работу. Это очень большая, кропотливая работа, о которой можно очень много рассказывать. Также хотелось бы отметить по предыдущему вашему вопросу, как еще можно побороть эти причины совершения преступления против личности. У нас еще на территории республики действует множество различных программ, то есть субсидий, те же программы в сфере предпринимательства, то есть если нет работы, можно обращаться в Министерство по предпринимательству, туризму. Поддерживаются определенные категории граждан, то есть работы, профессии на севере, в
выделяются денежные средства, можно и в эту часть пойти. А по поводу вот повторной преступности, если кто-либо из ваших близких ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, вышел, оказывайте им поддержку, не допускайте общения с лицами, которые также сидели, отбывали наказание в местах лишения свободы, чтобы не было вот этой, как я ранее говорил, не возникали случаи, когда в ходе распития спиртного вспоминается былое, их надо возвращать в наш мир, то есть социализировать. Но если вам известно о том, что готовится какое-либо преступление, либо уже совершено, пожалуйста, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Конечно, в законе нет такой обязанности, не предусмотрена такая обязанность, как сообщение о готовящемся преступлении. Это личная ответственность каждого. Но, как известно, если гражданин правосознательный, он должен и обязан сообщить о подобных случаях. Для этого есть контактные телефоны правоохранительных органов. Это и анонимная служба доверия МВД по Республике Якутия, телефон 42 22 22, и телефоны, которые можно даже с мобильного набрать, телефона 112 120 стационарного 02. Но как предотвратить совершение повторного преступления? Для того, чтобы предотвратить совершение повторных преступлений, я, как говорил ранее, необходимо вести работу по профилактике преступлений, социализировать лиц, которые ранее совершили преступления. В основном, конечно, после назначения наказания лица повторно не совершают преступления, рецидив у нас достаточно низкий, но имеется и ряд категорий граждан, которые исправлению трудно поддаются. Тут необходима работа близких людей, родных, от которых требуется внимание. И в первую очередь помощь семьи, наверное. Помощь да? семьи, да. В таких ситуациях. Правильно говорите. Тимур Павлович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо большое. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.